Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мой канал «Сделано в Казахстане» – это источник информации о героических страницах истории казахского народа, о прославленных казахских батырах, биях и ханах. Досмотрите данный видеоролик до конца и обещаю, что узнаете не только много новой, но и самое главное – интересной информации. Я особо прошу учесть, что данное видео является чисто моим субъективным личным мнением. Если оно не совпадает с вашим, то прошу не судить меня строго. Сегодня мы с вами познакомимся с историей одного из основных родов младшего Жуза, входящего в племя Алимулы, рода Шомекей. Род Шомекей сыграл большую роль в формировании не только казахского, но и узбекского, каракалпакского и нагайлинского народов. По казахским народным преданиям, род Шомекей ведет свое происхождение от Алшына, сына легендарного Алау-Батыра, близкого соратника хана Золотой Орды Жанибека. Если же перейти к истории рода Шомекей, то такие выдающиеся ученые, как Грум Горжимайло и Мухамеджан Танышпаев, считают их потомками племени Чумугань, которая обитала в горах Барлык и на Тиньшане и входила в состав союза гунских племен. В III-IV веках нашей эры Чумугань принимают активное участие в западном походе гуннов и вскоре, после образования великой державы гуннов, получают владения в северном и западном Казахстане, сохранив заодно и земли на Тиньшане. В VI веке Чумугань становится одним из 5 племен, составивших мощный тюркский племенной союз Дулу. Об этом упоминается в древнекитайской хронике Таншу. В середине VI века начинаются завоевания тюрков. И вскоре на обширной территории тюрки устанавливают свое господство, а все покоренные земли начинают раздаваться тюркским племенным вождям. Вожди рода Шомекей, как теперь начинает называться Чумугань, получают от тюркского кагана владения на берегах современной реки Чу, где господствует почти 200 лет, с 552 по 740-е года. Некоторыми учеными даже выдвигается гипотеза, что даже само название реки Чу или Шу вероятнее всего происходит от названия рода Шомекей, которые почти 200 лет владели этой территорией. Эту же версию, что Шомекей дал название реке Шу, поддерживают Юсуф Баласагуни в поэме «Кутадгу-Белик» в 1069 году и Махмуд Кашгари в своем словаре тюркского языка «Дюани Лугат ат-Тюрк», написанной в 1073 году. После распада тюркского каганата на две части род Шомекей входит в элиту западно-тюркского каганата как один из 10 наиболее влиятельных племен этого государства. Недаром ведь сам западно-тюркский каганат носил наименование Онох-Будун или «Страна 10 племен». Сведения об этом содержатся в книге Льва Гумилева «Древние тюрки», где указывается, что в 635 году 5 родов Дулу – это Чуе, Чумугань, Чуми, Чубан, Чумак и 5 родов Нушеби – Асидзе, Гэшу, Басайгань, Нишу, Чупан – получают от кагана по одной стреле, символизирующей власть. Другой известный востоковед Николай Аристов также указывает, что род Шомекей напрямую управлялся сыном западно-тюркского кагана и имел 40-тысячное войско. Позднее, после распада западно-тюркского каганата, Шомекей входит в союз басмылов, образовавших в Восточном Туркестане с центром в районе Бишбалыка небольшое государство. В 742 году басмылы уничтожают восточно-тюркский каганат, который фактически управлялся ставленниками Китая. Вождь басмылов из тюркской династии Ашина, Седеиши, был провозглашен верховным правителем нового государства и принял титул каган. Вожди рода Шомекей становятся одним из ближайших советников кагана. Но такая ситуация, к сожалению, продолжалась недолго. Лишившиеся влиятельного положения при дворе, вожди карлуков и уйгуров, заключив между собою союз,
Вскоре вероломно убивают басмыльского кагана в 744 году. Не пожелавшие склониться перед уйгурским вождем, который провозгласил себя каганом, род Шомикей был разделен на две части. Большинство бежало на запад, в низовье реки Сырдарья и восточное побережье Аральского моря. Меньшая часть через горы ушла в Кашгарию и растворилась среди местного населения. Ушедшие в Приоралье представители рода Шомикей вскоре входят в состав племенного союза огузов, а затем и кыпчаков, но большим влиянием уже в этих государствах они не обладали. В XIII веке род Шомикей в составе кыпчакского государства был захвачен войсками Чингисхана и после образования Монгольской империи был включен в состав Улуса Джучи, а затем и Золотой Орды. После распада Золотой Орды Шомикей быстро выдвигается на ведущие роли в Ногайской Орде, полностью контролируя территории Южного Приуралья и Западного Казахстана. Когда между родом Шомикей встает выбор союзника – Казанское или Казахское ханство, вожди рода выбирают братский казахский народ и активно начинают принимать участие в походах казахского хана Хакназара по объединению казахских земель, утраченных после смерти великого Касыма. С тех пор и по сей день род Шомикей находится в составе казахского народа, как один из влиятельных родов младшего Жуза. О влиятельном положении рода Шомикей в младшем Жузе известный востоковед Тореғали Казиев пишет: род Шомикей считается хранителем древнего Шанграха младшего Жуза, как племя Албан в старшем Жузе, как кыпчаки в среднем Жузе. Особо сильным влиянием рода Шомикей стало в правлении Абулхаира, в избрании которого хана младшего Жуза Шомикей сыграл самую активную роль. Наиболее близкими соратниками хана Абулхаира становятся братья Арстамбай Батыр, Төлебай Батыр и Қара Батыр, особенно прославившиеся в борьбе с джунгарами и калмаками в 1720-1729 годах. Кроме того, именно эти три батыра стали одними из наиболее влиятельных 27 рубасы, подписавших в 1731 году вместе с ханом Абулхаиром договор о военном союзе с Россией в урочище Майтубе. Впоследствии все эти три батыра погибли вместе с Абулхаир-ханом в борьбе с султаном Бараком. Кроме них, огромным влиянием в младшем Жузе пользовался также Шомикей Мамбет-би, который был аталыком, то есть воспитателем сыновей хана Абулхаира, и сохранил свое влияние и после смерти Абулхаира. О силе и влиянии Мамбет-би говорит также тот факт, что он в 1738 году был одним из 56 аксакалов, приглашенных на переговоры с Российской империей от имени всего казахского народа. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в числе 5 представителей казахского народа во главе с Нияз-султаном, побывавших на переговорах с русской императрицей Анной Ивановной в 1734 году в Петербурге, был и представитель рода Шомикей Таттымбет Батыр Булгахулы. Общеизвестна речь Таттымбета, российской императрицы, где он объявил о том, что все решения в казахской степи принимает только Курултай, и отдельные договоренности с отдельными ханами или султанами в глазах казахов никакой законной роли не имеют. Когда в 1748 году при содействии султана Батыра был убит Абулхаир-хан, шомикейцы, однако, отказываются признать поддерживаемого царским правительством старшего сына Абулхаира Нуралы и провозглашают своим правителем султана Батыра. Таким образом, младший Жуз фактически распадается на две части. В 1771 году, после смерти султана Батыра, Шомикей становится объектом нападения не только российских властей, но и мощного Коканского ханства. В этот период Шомикей занимал обширную территорию от рек
Ишим и Иртыш на севере до Самарканда на юге. Центром или так называемой столицей шомекеев считался Иргизский район современной Актюбинской области. И когда была построена новая Ишимская линия крепостей, род Шомекей был вынужден принять российское подданство в начале XIX века. Однако полностью подчинить Шомекей российским властям так и не удается. Уже сразу после принятия подданства России Шомекей встает на поддержку хана Арынғазы в его борьбе против Коканда и России. После поражения и ссылки Арынғазы в Россию в младшем Жузе вспыхивает восстание под руководством батыра Жанқожи Нурмухамедова, в котором его ближайшими соратниками также становятся батыры из рода Шомекей. Это Самет батыр, Тоғанас батыр, Сарман батыр, Мырзабай батыр и Қыстаубай батыр. Именно эти же батыры впоследствии вместе с Жанқожа батыром присоединяются к национально-освободительному движению Кенесары Касымова. После подавления почти всех крупных очагов восстаний против российской колонизации, многие представители рода Шомекей были приглашены на крупные должности в младшем Жузе. Но и здесь шомекеевцы, однако, не прекращают своей борьбы за защиту интересов казахского народа. Так, на всю казахскую степь прогремело имя Самырза батыра Мырзабегула, который был назначен бием младшего Жуза и в 1865 году в лицо туркестанскому генерал-губернатору заявил, что Шомекей отказывается платить налоги Российской империи. Такими же гордыми и независимыми прослыли у русских властей Алмат Тобабергенов, бывший послом России в Коканде, Хиве и Бухаре, а также Шахмурат Алматов, более 40 лет возглавлявший Иргизский уезд. Несмотря на все запреты русских властей, эти люди на свои средства строили мусульманские школы, мечети и всегда выступали в защиту интересов казахского народа. Вообще род Шомекей всегда властями Российской империи, а затем и Советского Союза, всегда признавался как очень неспокойный, склонный к беспорядкам, в то же время сплоченный и воинственный коллектив. Поэтому власти всегда старались держать шомекеевцев на контроле, но это удавалось не всегда. В 1916 году вся казахская степь охватывается национально-освободительным движением против Российской империи. Основными центрами этого движения стали Тургайский и Иргизский уезды, где располагались в основном владения рода Шомекей. И представители рода Шомекей, соответственно, не просто массово приняли участие, они возглавили это движение. Шомекей Айменбет Шобанов был выбран даже ханом Таубской волости, а Айжарқын Қанаев был избран ханом Кинжигаринской области. И шомекеевцы до конца, до подавления национально-освободительного движения 1916 года не складывали оружие и продолжали сопротивляться колониальной политике Российской империи. После установления советской власти на территории Казахстана род Шомекей также берет в руки оружие, когда видит, что несправедливость задевает интересы казахского народа. Так, в 1930 году обширные территории Актюбинской и Костанайской областей охватывает восстание против советской власти, которое получает в истории название «Восстание сарбазов», немесе сарбаздардың көтерілісі. Это объяснялось тем, что большинство восставших казахов были участниками восстания 1916 года против Российской империи. Все руководители восстания сарбазов 1930 года были выходцами из рода Шомекей. Это Айжарқын Қанаев, Мукантай Саметов, Пирмағамбет Лаубаев, Ахмырза Досов, Жумаш Кабланов, Досшан Қараев, Туменбай Нурлыбаев, Исатай Сатвалдин и Сыдық Айменов. Организованность и массовость этого восстания были до того на высоком уровне, что впервые за свою историю советская власть
не сумев подавить его, была вынуждена пойти на переговоры. Причем от советской стороны на переговоры были отправлены казахи, обладавшие огромным авторитетом в степи. Это Алиби Жангильдин и Сакен Сейфуллин. Советская комиссия согласилась выполнить основные требования восставших, которые заключались в том, чтобы вернуть незаконно конфискованный скот, возвратить мечети, не вмешиваться в дела ислама и прекратить насильственную коллективизацию. При выполнении этих условий повстанцы соглашались сложить оружие. Со своей стороны Жангильдин и Сейфуллин пообещали от имени советской власти амнистию всем участникам движения. 30 апреля 1930 года между комиссией Жангильдина и Сейфуллина с одной стороны и восставшими сарбазами с другой было подписано мирное соглашение. Но советское правительство во главе с Голощёкиным свело на нет подписанное соглашение и не сдержало свое обещание. После того, как 3 мая 1930 года все сарбазы сложили оружие, советские органы власти начали аресты и расстрелы руководителей и активных участников восстания. Вот так вот род Шомикей еще в далеком 1930 году впервые в советской истории заставил советскую власть пойти на переговоры с мятежниками. Бір халық болып бөлінбей, бірақ өз тегімізді танып, бірлігіміз бен елдігімізді аялайық деген үндеу тастай отырып, осы Шөмекей руы сияқты әр қазақтың руының тарихын танып білуге тырысайық ағайын. Если вы хотите узнать историю казахских племен и родов, если вы интересуетесь биографиями выдающихся казахов, подписывайтесь на мой канал по приведенной на экране ссылке. Делитесь тем, что вы узнали в данном ролике, ведь нашей историей можно и нужно гордиться. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.